Так, переходим к главным новостям. Главные новости этих новогодних недель – это, конечно же, взрыв жилого дома в Магнитогорске. Официальная версия, что произошел взрыв жилого газа, но издание «Знак.ком» утверждает, что это был террористический акт. «Знак.ком» ссылается на источники в правоохранительных органах и даже в аппарате ФСБ, который анонимно озвучивает им именно эту версию. Обрушение подъезда в 10-этажном доме в Магнитогорске произошло 31 декабря 2018 года. Вслед за этим 1 января произошло ЧП с «Газелью», и оба эти происшествия связаны, сообщил источник «Знак.ком». По словам собеседника, место взрыва в доме, квартира номер 64 по Карла Маркса, установлена. Это квартира номер 316, которую 30 декабря снял гражданин Таджикистана. Там обнаружены следы гексогена. 3 террористов убиты вечером 1 января в автомобиле «Газель». Они пытались отстреливаться. Еще один ушел живым, его разыскивают, сообщил источник. По его словам, изначально теракт планировали устроить также в одном из торговых центров Магнитогорска. Мы пока не комментируем эту информацию, сообщили в ФСБ по Челябинской области. После чего в Магнитогорске был оцеплен целый квартал, и там проводилась полицейская информация. Касательно этого торгового центра была информация, что в мусорном ведре бомж нашел взрывное устройство с прикрепленным к нему мобильным телефоном. Телефон оторвал от заряда, в итоге взрыва не произошло. Официально следов взрывчатки не найдено. В маршрутке, вроде как говорят, взорвалось газобаллонное оборудование. Что мы по этому поводу можем сказать? Мог ли это был быть теракт? Запросто, вполне себе мог. И даже и без Путина тоже мог быть теракт. Мог ли быть это взрыв газа и просто стечение обстоятельств? Да почему нет, тоже вполне мог быть. Но то, что вот могла ли быть это подстава ФСБ, точно так же могла быть и подстава ФСБ. Потому что найти какого-нибудь таджика и сделать из него террориста и посадить его на 20 лет, это вот их сейчас прям вот фирменный стиль, да? Я испугался, что все это будет опять повешено на украинцев, да, на бандеровцев, и опять будет использоваться как казус белли, но этого не произошло, что опять же для меня говорит в пользу версии теракта. А вот давайте